хадисах к Корану говорится о том, что если вы не боитесь быть несправедливыми, то можете жениться на 4 женщинах. Фатима, жена Абдул-Гани, варила сладкий бифмес в медном чане и думала горькую думу. 3 года прошло с тех пор, как первая красавица села вышла замуж за самого богатого и красивого парня в деревне. 3 дня шел той-дугун. Свадебный мугедек, увитый атласными лентами, золотистым бархатом, в сопровождении 100 всадников проскакал по деревне. Играли музыканты. Все завидовали Фатиме, что она вышла за самого богатого и красивого парня. Но особенно завидовала ей одна черноглазая. И сглазила. После свадьбы заболела Фатиме. Заболела. Приглашали самых лучших хакимов-докторов. Ничего ей не помогло. Приглашали муллу. Прочитал мулла молитвы. Не помогло. Привозили ей святую воду. Тоже не помогло. Отвезли ее на Карадак, к могиле Кемал-Бабая святого. Тоже не помогло. Злился Абдул-Гани, что жена у него больная и немощная. Злился и говорил: вот как соберем урожай, последний виноград Тарпане выдавим на вино, женюсь я 2-й раз, возьму 2-ю жену. Как же так, думала Фатиме, почему у одних народов может быть только 1 жена, а у других могут быть 2, 3, несколько? Где справедливость? Лучше уж умереть. Пойду я утоплюсь, решила она. Глубокой ночью побежала она к колодцу. Наклонилась к колодцу. Тут из колодца, из воды, глянул на нее ангел Азраэль. Помахал ей пальцем, взмахнул крыльями, взлетел, задев ее лицо, и унесся в небеса. Упала Фатиме. Дома спохватились старухи, где Фатиме, начали искать ее, бегать по селу, нашли у колодца. Умирая, она рассказала о том, что с ней произошло. Похоронили ее, собрались все женщины. Была среди них дочь одного, в общем-то, эфенди, звали ее Зейнеп. Она была образованная, и спрашивали ее, почему, где это написано, что может муж при живой жене брать еще одну жену? Написано, сказала Зейнеп. Давайте мы напишем, пускай при живой жене мужья не имеют права брать 2-ю жену и других жен. Кому напишем, засмеялась Зейнеп. Падишаху, у него у самого в гареме 1000 жен. Тогда одна сказала, а ведь был ангел, а давайте напишем письмо пророку Мухаммеду. Ухватили женщины за эту мысль, начали уговаривать Зейнеп. Зейнеп, напиши письмо пером ангела. Отнекивалась Зейнеп, но пообещали они ей самую прекрасную мараму, которая находится в селе. Написали письмо, подписались, и тут взмыло перо ангела и улетело в небо. Привязали они золотой нитью письмо к хвосту белой сороки, которую днем поймали мальчишки. Поднялись на самую высокую гору Нефтигена и отпустили. Птица улетела. Договорились они об этом никому не рассказывать. Но не выдержала одна женщина, рассказала мужу. Начал он над ней смеяться. Узнали другие мужчины. Все начали над своими женами смеяться. Молодежь выросла, тоже продолжала смеяться. Мулла, проходя мимо женщин, плевался все время. И, смеясь, постепенно вдруг поняли, что у всех по одной жене. И ни у кого нету больше 2 жен. Ни в Хозах, ни в Тарахташе, ни в Отузах. То ли мужчинам стало стыдно, то ли ответ пришел от пророка Мухаммеда.